контрольное управление главы республики выявило грубейшие нарушения в школьной столовой села Булгаково Уфимского района. На кухне были обнаружены насекомые, гусеницы, а на полках товары с истекшим сроком годности. Подсчеты и вовсе выявили, порции не докладывали. И это при том, что руководителям региона была поставлена задача сделать сферу детского питания безопасной и одной из лучших в стране. Как в лицее экономили на детях, пытался разобраться Артур Шамсуддинов. Срок годности 8 месяцев. Он истекал через 8 месяцев от октября 2018 года. Почему они здесь находятся, это непонятно. Минимум на полгода, да, просрочка? Минимум на полгода просрочка, да. Мы можем сказать, что они, возможно, идут и к детям в рацион питания. Эта просрочка удивила даже видавших виды проверяющих. Чтобы на такой большой срок, да еще и в столовой, где питаются дети. Впрочем, тут почти все не первой свежести. В холодильнике по соседству просроченный творог и молоко. А вот у некоторых продуктов установить не то что дату изготовления, состав эксперты затруднились. Невозможно идентифицировать, что это за мясо. Ему год, 2 года, ему 1 день. Это говядина, это не говядина, баранина, что непонятно, что это. Печальную картину представляют сами склады, где они находятся. В этом помещении на стенах насекомые, а на пакетах с сухофруктами личинки гусениц. Внятно пояснить, как вообще такое возможно, повара не смогли. Ну а как вы объясните это? Ну вот сухофрукты такая пришла. Ну, в сухофрукты бывает, что попадают червячки. А вот на стенах какие-то насекомые? Не углядели, да. А кто за этим смотрит? Кто отвечает за это? Ну, мы все. Отдельный вопрос вызывает и само меню, которое не отличается разнообразием. Вместо полноценного комплексного обеда, в котором должны быть салат, первое и второе, дети получают только одно горячее блюдо. Подсчеты показали, вместо 55 рублей, положенных на человека в день, детей кормили на 44 рубля. Нам присылают меню комбинат питания, конечно. Мы его принимаем. Ну, сумму они прописывают ту, которая должна быть. Из года в год общеобразовательное учреждение кормит один и тот же комбинат детского питания. Учредителем, кстати, является администрация района. Предприятие начало работать в 2015 году, когда школьные столовые перешли на аутсорсинг. Чиновники пообещали провести проверку. Мы проведем экстренное собрание, совещание директоров школ. Во-первых, потому что именно руководители образовательных учреждений отвечают за все процессы, которые происходят в школе и в детском саду. Проедем в сам лицей, чтобы принять меры по устранению тех нарушений, которые были выявлены. Задачу унифицировать систему школьного питания по всей республике в нынешнем году поставил Ради Хабиров. Глава Башкортостана потребовал жестко пресекать любую экономию на детях, ведь от этого напрямую зависит здоровье нации. Лицей села Булгаково – единственное общеобразовательное учреждение на 17 населенных пунктов. По проекту он рассчитан на 500 учеников, однако обучается в нем в 2,5 раза больше детей. Понятно, что любые недочеты в сфере организации детского питания могут привести к весьма негативным последствиям, вплоть до больничной койки. Накануне в Санкт-Петербурге около 20 детей попали в больницу после школьной столовой. Диагноз – острая кишечная инфекция и дизентерия. В Уфе 2 недели назад детям стало плохо после школьных тефтелей. Чтобы предотвратить подобные случаи, проверки усилят. Ситуация находится на мониторинге контрольного управления главы республики, а также Госкомитета по торговле. Артур Шамсуддинов, Артур Ялаев и Роман Жигунов. Новости. Уфимский район.